У входа в здание ковид-центра президента уже ждали медики, работающие в госпитале. Надев необходимые средства защиты, Асламджани и Тамас Цахнакия прошли внутрь учреждения. В первую очередь президент поинтересовался, насколько больница снабжена лекарственными препаратами. Из запаса. Тут большое количество. Все практически группы препаратов. Противовирусные, антикоагулянты и антибиотики. Все группы препаратов. Достаточно. Президент также осмотрел помещение, где скоро будет установлен компьютерный томограф. Работа в этом направлении практически завершена. Сколько времени вам еще потребуется? Я думаю, несколько дней уже будем запускаться. Все соответствует требованиям? Да, здания? помещение очень хорошее. Хорошего качества, да? Оборудование, соответственно, тоже хорошего качества. Да, Или как? да, вполне. Вполне. Как ваше имя? Сергей. Спасибо, Сергей. Удачи. Мы очень рассчитываем на то, что вы свою работу сделаете добросовестно. Затем глава государства посетил основной инфекционный корпус больницы, где больные COVID-19 проходят лечение. В данный момент у нас 68 пациентов и поступило сегодня 3 по больнице, получается 71. Авиакорпуса Анна? 32. А авиакорпуса 30, и здесь 15-45 пациентов. У входа в инфекционное отделение всю приехавшую группу встретили врачи-дезинфекторы. У Астана Чеди уже 5-я смена в больнице. Одна смена длится неделю, а следующие 14 дней медик проведет на самоизоляции. Нас по двое. Пока справляемся. Мы обещали, если вдруг наплыв будет или что-то. Но мы готовы, в принципе. Мы мобилизуем силы, есть все, есть возможности, есть. Духа хватает, прорвемся, все будет нормально. Все пережили, и мы переживем, все будет хорошо. Я сам родом с Гудауди, живу в Сухуми. Получается, вы ездите, да, Да, конечно. А мы все здесь приезжаем, и здесь на изоляцию мы не выходим. Семья здесь есть? находимся. Семья, да. Семья, дети, все есть. Получается, вы не видите, пока здесь работаете? Ну, я не один такой, все так. Конечно, все так. Здесь кто? есть с грудными, совсем с маленькими детьми. Наши доктора, молоденькие девочки приезжают также. Все знаете, сколько бывало в обморок падали, не выдерживают в костюмах. Вы в легких халатах стоите, даже я в легком. Они одевают еще плотнее. Это я легко одетый так. А заходят туда намного серьезнее одеты. Сколько уже не видели детей? Ну, 5-й день сегодня. Отправляем кассеты вниз, у нас там уже большой аппарат стоит. Мы эти кассеты отправляем вниз, там рентгенолог наш распечатывает. И следующего больного точно так же принимаем. Лиана Джерсалия работает в больнице около 5 лет. С ковидными больными работает с самого начала пандемии. Рентген-лаборант отмечает, что самое меньшее количество поступающих пациентов в день составляет 10 человек. Бывает, мы за сутки 20 человек принимаем. Вот сейчас, например, у нас наплыв большой, вот по 20 человек, по 18 человек. После посещения инфекционного отделения Асламджани обсудил с персоналом больницы проблемы госпиталя и рассказал о ряде принятых решений координационного штаба. Решение принято по установлению оборудования для того, чтобы пациенты могли пользоваться кислородом, как это вы сказали, окситерапия, оксигенотерапия. Да, этот вопрос будет решен. Мы планируем к 15 октября этот вопрос закрыть. Вот так мы сегодня договорились, правильно? Таким образом мы договорились. Мы договорились о том, что мы увеличим количество тех, кто работает в лабораториях. И для нашего лаборатории приобретем дополнительное оборудование. Такое решение тоже было принято. И оно будет реализовано тоже до 15 октября текущего года. Итак, ряд других решений было принято. Это в отношении дополнительных мест, я так понимаю, да, боксов по всей Абхазии. Конечно же, эта проблема будет у нас до тех пор, пока мы ее не преодолеем, приоритетной в первом плане. И все необходимые ресурсы для этого вопроса будут изысканы. Президент поручил вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба осуществлять выплату заработной платы персоналу Гудаутской больницы в приоритетном порядке. Что касается вопросов доплаты за август месяц, да, мы эту практику в обязательном плане будем продолжать. Более того, я хочу вам сказать, что
постараемся сделать так, чтобы не было в этом ключе никаких задержек. Август, у нас сейчас сентябрь закончится, мы должны до 5 октября за сентябрь все закрыть. Я имею в виду доплаты. А зарплата день в день и в первую очередь в отношении тех, кто работает в ковид-центре. Во всей Абхазии это должен быть приоритет номер 1. Главврач госпиталя Хаджират Шамба поблагодарил руководство страны за поддержку и отметил слаженную работу медперсонала. В принципе, работа идет, по крайней мере, с тем объемом, который сейчас у нас есть, да, с той нагрузкой. Пока нам удается более или менее справляться, конечно, не без труда и не без пота. Удается это героическими усилиями наших сотрудников, наших бригад вахтовых, которые приезжают со всей Абхазии, наших здесь сотрудников нашего районной нашей больницы, да, которые никто не ожидал, да, такой нагрузки. Не только мы, да, в мире этого никто не ждал, но не без труда пока удается. Что будет завтра с большим наплывом больных, да, а скорее всего какая-то такая тенденция, она существует, сложно сказать, но мы будем стараться. Из наших проблем, да, они известны, общеизвестны, мы все вместе пытаемся их решить. Это, да, такие проблемы с кислородным обеспечением. Да, у нас, конечно, есть кислород, достаточно количество баллоны, да, но это трудоемкий процесс, смена этих баллонов, там есть определенный этот механизм налаживания непрерывного потока кислорода. Сейчас вот этим вопросом мы быстро, в каких темпах быстрых занимаемся. Я считаю, это основополагающий главный вопрос в лечении этих пациентов, это оксигенотерапия, то есть лечение кислородом, именно среднетяжелых и тяжелых форм. Если нам удастся это быстро решить, конечно, у нас еще преимущество появится, как у врачей перед этим заболеванием. Аслан Бжани поблагодарил всех медиков за их самоотверженный труд и поручил министру здравоохранения представить наиболее отличившихся медработников для их дополнительного поощрения со стороны государства. Гугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.